Добрый день, в эфире «Акцент», в студии Розалия Борисова. У нас сегодня в гостях Анна Филиппова, начальник отдела научно-методического обеспечения и дополнительного образования Института развития профессионального образования. Анна Ильинична, добрый день. Добрый день. Какова деловая программа третьего регионального отборочного этапа финала 4-го национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс»? Каковы перспективы развития движения «Обилимпикс» в республике? Каково взаимодействие органов государственной исполнительной власти, предприятий, работодателей, профессиональных образовательных организаций по организации трудоустройства инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья? Ответы на эти вопросы в нашем сегодняшнем выпуске. В данное время идет отборочный этап. Давайте поговорим о деловой программе регионального отборочного этапа финала национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями «Обилимпикс». В рамках отборочных соревнований проходит и деловая программа. Деловая программа у нас проходит на 2 площадках. Это вот в городе Якутске. Мы охватили Якутский технологический техникум сервиса и Якутский колледж связи и энергетики. А также мероприятия проходят и в Южно-Якутском технологическом колледже в городе Нерюнгри. Здесь участники «Обилимпикса» и гости соревнований могут посетить семинары, презентации, это в городе Нерюнгри. А в городе Якутске мы вчера провели круглый стол инклюзивного образования, трудоустройства и занятости. Сегодня мы проводим семинар «Как стать предпринимателем» для обучающихся профессионально-образовательных организаций. А после обеда у нас тематическая встреча «Профориентация – это путь к успеху». Встреча с интересными людьми, которые, несмотря на сложности жизни, смогли найти себя и добиться определенных успехов. Ну а также мы провели курсы повышения квалификации для экспертов «Обилимпикса». Это вот тоже очень важное мероприятие совместно с Московским вузом. И мы провели встречу, небольшой семинар для волонтеров Добромира по организации именно соревнований профессионального конкурса «Обилимпикс». Каковы вообще перспективы, на ваш взгляд, этого профессионального конкурса? Думаю, что перспективы у этого профессионального конкурса должны быть самые хорошие. А наша задача увеличивать число компетенций, и эти компетенции мы должны увеличивать не только вот ради количества, а для того, чтобы они были полезны студентам в их будущей профессиональной деятельности. Мы хотим, чтобы вот студенты, принимая участие в конкурсе, смогли профессионально ориентироваться в будущем, то есть смогли начать свое дело, хорошо трудоустроиться с теми компетенциями, специальностями, профессиональными навыками, которые они получили, либо занять вот именно, вот как сейчас говорят, самозанятостью себя самого, то есть открыть свое дело. И вот вчера тоже выступали у нас преподаватели и как раз говорили о том, что есть такой некий большой процент, который увеличивается, о том, что студенты, окончив определенное наше учебное заведение, открывают свое личное дело. Замечательно. А вот каково взаимодействие органов государственной власти, предприятий, работодателей, образовательных учреждений? Вот этот вопрос как раз необходимо решить. И вчера на круглом столе мы его тоже попытались раскрыть. Без тесного межведомственного взаимодействия решить этот вопрос будет очень сложно. И как раз вот представители Министерства труда, Государственного комитета занятости говорили о том, что только системно и комплексно проработав вот взаимодействие вот этих органов государственной власти, исполнительной власти, мы можем подойти к трудоустройству и обучению инвалидов очень ответственно. К сожалению, вот тех цифр, которые озвучивали с Комитета госзанятости, ну, надо сказать, что они не совсем как бы впечатляют на сегодняшний день, но есть положительная динамика охвата студентов именно профессиональным обучением.
Это тоже очень хорошо. И необходимо отметить, что наши базовые учреждения, такие как Якутский колледж связи и энергетики, Якутский финансово-экономический колледж, Жатайский техникум, Южно-Якутский технологический колледж, Якутский технологический техникум сервиса, они очень тесно работают с комитетом занятости и как раз занимаются вот тем, что профессионально обучают как взрослое население, так и молодежь в качестве студентов и обучающихся. Анна Ильинична, спасибо, что приняли предложение и посетили нашу студию. Спасибо. Это была программа «Акцент». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.